подсказку. Внимание, дорогие друзья, поскольку спонсором нашего шоу является молодежная газета «Лимон», мы решили прорекламировать ее следующим образом. Внимание, эти двое молодых людей, кстати, как вас зовут? Джимиш. Габан. Джимиш и Габан будут рекламировать сейчас газету «Лимон». Я чувствую, как сейчас... Внимание! Нет, вам ничего не придется делать. Итак, желтый, но не кислый. Я предлагаю вам два варианта. У нас есть еще желтый и кислый. И вот, ну, почти желтый, да, но не кислый. Я предлагаю, я прошу, пожалуйста, Улан. Итак, внимание. Внимание, у нас есть желтые кислые, желтые, но не кислые. Можете выбирать, что будете кушать. На время скушать лимон. Желтый и кислый. Тот, кто съест его быстрее, получит приз от радиостанции «Алмаз». Внимание, так, Улан, прошу, тарелочкой. Так, ну ждем, вот чистка пошла. Я думала, они зашли, уже начали. Так, время идет, ребята. Нет, вы не выдавливаете все. Так, телевидение тут во всем нас работает. Так, ребята, быстрее. Все перейдет вас? Ваши аплодисменты. Ну, я думаю, что на несколько секунд Габан все-таки был удачный. Приз, торт. Я думаю, самое время покушать ладненькое. Ладно, хорошо. Итак, призы от радиостанции «Алмаз». Итак, я думаю, что сейчас самое время покушать сладкое. Готовиться к следующему танцевальному. Итак, парень уже есть. Ну, а девушка-то. Итак, вы брат и сестра. Как хорошо. Ваши аплодисменты. Итак, я предлагаю вам сейчас поднапрячь свою память. И вспомнить сейчас как можно больше псевдонимов, ну и, может быть, фамилий журналистов газеты «Лимон». Де Сильва, де Бальзак, потом... Лясков. Сейчас. Я прошу главного записывать, кое-что может пригодиться. Саша Желтый. Так, Саша Желтый еще. Алена Желтая. Сейчас мы Олю Желтую придумаем, Машу. Да, двое. Так, двое еще. Трое. Пошло немножечко. И добавляем внимание, ребята, внимание. Назвать рубрики в газете «Лимон». Хочу, чего хочу. Крик души. непрочитанным, простите. И я вас прошу подняться на сцену нашего главного. Жень, прошу вас, пожалуйста, оторву вас от работы. Самого младшего в семье, в вашей семье. Все. Сколько ей лет?
14. 14. А в вашей семье? Братишка? 15 лет. Итак, я прошу вас сейчас поднапрячься немножечко, да? И посчитать. 15 плюс 14. Сколько? 29, да? Теперь 2 плюс 1. 29, 2 плюс 9, простите. Равен, ну, уже 10 из 100 шансов, из 100%. Женя, смотрите, ваше внимание. Так, зрители возбуждены. Жень, такой ажиотаж, правда? Я прошу тишины. Итак, внимание. Газеты продаются вот здесь в уголке. Пожалуйста, подходите, покупайте. Может быть, кое-что там есть. Я прошу, внимание, я прошу главного, а именно Евгения, представителя газеты «Лимон», сейчас определить победителя в этом конкурсе. Все-таки кто больше назвал правильных ответов? Вы знаете, я думаю, оба этих человека, оба участника, они что-то знают, что-то не знают о газете «Лимон». Я думаю, что они больше еще узнают. Ну, вот, по моему мнению, вот победил вот этот вот молодой человек. Сейчас мы узнаем, как его зовут. Его зовут Рашид. И я думаю, что вот, победитель этого конкурса является именно вот Рашид. Спасибо. И, может быть, ни одного журналиста, к сожалению, у нас нет. Может быть, счастье. Спасибо, Жень. Ваши аплодисменты главному газете «Лимон». Thank you.
тем, за кого болеете. Я прошу тишины в зале полной, поскольку сейчас лидеры команд будут представлять свои команды. Итак, внимание, сначала представьтесь сами все. Я капитан команды. Меня зовут Азамат, а фамилия Раймкулов. Итак, Азамат Раймкулов. Итак, Азамат Раймкулов представляет у нас команду «Ленин и компания». Следующая команда «Турденс». Шевченко Юля. Шевченко Юля. Следующая команда. Молдобаев Алон. Команда. Группа Шалалет. Итак, следующая. Sweet Dreams. Запекла Гуля. Добрый вечер. Сегодня я представляю свою группу, которая называется «Апи». Зовут меня Юля. Я представитель группы «Ю». Я лидер группы «Сеул». Маврида. Здравствуйте. Я представляю группу «Сюрприз». Меня зовут Махабад. Добрый вечер. Меня зовут София. Я лидер команды «Миссионеров». Здравствуйте, леди и джентльмены. Я представляю свою команду под названием «Доктор Фауст». Здравствуйте. Меня зовут Аида. Я представляю команду «Дважды два». Здравствуйте. Меня зовут Ильнура. Я представляю команду «Жемчуг». Антон. Команда «Атлант». Спасибо. Итак, внимание, сейчас по жеребьевке и по номерам я прошу встать, ребята, восстать. Значит, Нур, Жемчуг, Сеул и Ленин и компания. Первый ряд. Почему я называю сейчас, чтобы вы запомнили? Итак, первый ряд Ленин и компания, Нур, Сеул и Жемчуг. Второй ряд, внимание, Атлант. Антон, прошу сразу. Атлант, Доктор Фауст, Дважды два, Апис и Сюрприз. Прошу вас. И последний ряд у нас Турденс, Миссионеры, Шевале и Sweet Dreams. Итак, внимание, сейчас все запомнили лидеров, да? И, может быть, кто-то сейчас изменит свои симпатии. Всякое может быть. Несколько секунд, несколько минут музыки вы послушаете, под что вы будете танцевать, ну а потом попробуем поимпровизировать на сцене под ту мелодию, которую услышали. Договорились? Итак, внимание, болеют все. Музыку. Под современное немножечко такое современное звучание, поэтому попробуйте здесь применить элементы разных танцев, но все-таки самбо должна быть первой. Итак, сначала мы посмотрим первый ряд, потом вы, ребята, отходите назад, второй или третий. Хорошо? Договорились? Итак, внимание.
танцы не прерывать свистом и аплодисментами наших участников. Еще раз напоминаю, будьте культурными людьми, будьте культурными зрителями. Ну а сейчас на сцене Атлант, Доктор Фауст, дважды два, Агис и сюрприз. Лидеры этой команды. Спасибо. Вот я уже вижу плакаты отличные. Наши болельщики подготовились основательно. Ну а сейчас на сцене лидеры команд Tour Dance, Миссионеры, Шалале и Sweet Dreams. Ну а теперь, ребята, внимание! Вам предстоит немножечко поработать не только руками и ногами, но и изгибами. Время компании, потому что мы выступаем за ним шоу. Итак, бывшие и нынешние ученики школы Ленина, прошу вас, поддерживайте группу Ленина. А что вы все-таки любите танцевать? Я люблю танцевать, которые все любят танцевать. Итак, группа у нас уже именитая, имеет признание и звание, можно так сказать, победителей первого нашего конкурса. Почему вы решили принять участие во втором? Ну, вы знаете, желание танцевать, участвовать в таком конкурсе, это различно. Дорогие друзья, вот небольшая подробность. Во время подготовки к конкурсу, даже ко второму туру, то есть ребята не знали, что будут танцевать и как. И вот посмотрите, как быстро все сориентировались и сдружились, и стали на заднем плане танцевать делать общее движение. И вот хочу сказать одну минуту. Одна из участниц недавно перенесла тяжелую травму и операцию, и все-таки на сцене танцует для... И как танцует? Правда, ваши аплодисменты. Итак, внимание, следующая команда — Сеул. Почему Сеул? Потому что это то, что пришло первое в нашу. Итак, Сеул первое, что приходит в голову, да, танцующий. Очень хорошо. Ну, а стихотворение какое будет? В школе полдели уроков играли. Вдруг нам сказали, что будет в субботу какой-то танц смешан 3 часа. И вот мы решили, пора танцевать, но группу не знали пока, как назвать. И мы вдруг не спали ненадолго, и ты сразу пришла назвали группу мы силы. Рекламный белый стих получился у группы Сеул. Ну а сейчас младшие, можно сказать, участники
группа «Жемчуг». Почему именно «Жемчуг»? Мы поставили жемчуг, потому что мы трое маленькие и считаемся как жемчужины моря. Отлично. Такие маленькие жемчужинки моря Destination, да? Следующий участник, Антон, пожалуйста. Почему Атлант? Я знаю, что несколько раз меняли название. Ну, Атлант это древнегреческий бог, который держит на небесах. И мы также вот нашей такой кучкой, мы себя можем назвать рэпером, потому что мы вообще любим музыку рэп, стиль такой. И так же, как вот этот бог, мы хотим стиль рэп, хип-хоп поддерживать на руках в нашем маленьком городе. Мы вас... Итак, внимание, дорогие друзья, кто может присоединиться к атлантам хип-хопа и рэпа, присоединяйтесь к Антону и его компании. Группа «Атлант». Следующая команда «Дважды два». Почему «Дважды два»? Мы даже не знали, что мы будем танцевать четверо. Нас просто было 2 девчонки, 2 пацана. Мы были соперники, а сначала, потом вот так подумали, может у нас стиль одинаковый, нам соединить на что. Вот у нас так получилось, что у нас такая команда пошла. Итак, 2 девочки и 2 мальчика были сначала изначально соперниками. Следующая команда. Так, что-то опять сюрприз готовит. Итак, следующая команда «Доктор Фауст». Я уже много поясню. Доктор Фауст, это был на свете один доктор, и была у него фамилия Фауст. И этот Фауст, делал, знаете, такие черепа, вот по типу, как у меня вот здесь. Знаете, я вообще вот такие вещи люблю. Просто я, как говорится, тащусь по Фаусту. Ну, я вижу, что команда «Сюрприз» приготовила действительно настоящий сюрприз. Жизнь хороша и жить хорошо, это слова Маяковского. Наши слова делать сюрпризы еще лучше. Хобби наших девушек делать всем приятные сюрпризы. Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Хочу вам поднести маленький сюрприз, в которых внутри там маленькие записочки. Пожелания. Итак, внимание, зрители, ловите пожелания. Так, ну вот разбивают пожелания для начальства. Читайте, может быть, вам повезет в новом году. Спасибо, группа «Сюрприз», молодцы. Ну и следующая команда. Не разбегайтесь, пока ребята. Итак, следующая команда «Апис». Команда «Апис». Ну, почему команда такое название? Потому что в прошлом году, когда мы готовились к выступлению, как и находится каждый 2096, у нас возникло множество каких-то разногласий. Каждый из моих подружек предлагал свою версию насчет названия группы. И поэтому, чтобы не было никому обидно, мы просто решили собрать 3 первых буквы наших 3 фамилий. Алина, Тревога и Салатова. И получилось название нашей группы «Апис». Что оказывается самое интересное, что оказывается в переводе с греческого, но не в переводе, а означает одного из священных быков. Внимание! Следующая команда. Мы все из одной группы, поэтому, чтобы поддержать общую победу, мы назвали свою группу именно «Турденс». Итак, танцующие туристы, я так понимаю. Наша группа называется «Сюрприз». С переводом английского языка это означает «сладкий». Вообще, мы девчонки, молодые, мечтательные, любим иногда мечтать. Поэтому мы свою команду назвали «Сюрприз». Ну, а человек, который эту команду, по крайней мере, прописал для нас большой сюрприз, поскольку сомневалась, что ее читают, если вы заметили, только одни мальчики. Итак, «Шевроле» группа. Группа «Шевроле» что-то связано с культурой. Мы хотим напомнить нашему городу о культуре, не только вот современных танцах, но хотим вот напомнить о культуре народа. С Новым годом! Спасибо. Я думаю, что многие захотят выучить не только турецкий, но и киргизский, русский, украинский танец. Обращайтесь, ребята, я думаю, они помогут. Во-первых, хотелось поприветствовать всех присутствующих в этом зале, а также наших уважаемых людей и пожелать им, чтобы они хорошо провели день. Мы
дадите верить, что танец является неотъемлемой частью нашей жизни. Спасибо. Я веду миссию, о которой мы говорили с самого начала. Танцевальную миссию. Танцуйте вместе с нами, танцуйте вместе с нашими участниками. Ваши аплодисменты лидерам. Ну а сейчас, ребята, спасибо, я прошу вас подготовиться к следующему. Поскольку на сцене Марат Сайфуллин, член жюри и, можно сказать, главный специалист в области танца в нашем городе. Марат Сайфуллин является руководителем студии бального танца при войсковой части 2490 и при Московском университете, филиале Московского университета. Кто желает научиться танцевать так, как Марат, записывайтесь, пока не поздно. Пользуйтесь случаем, он может принять ваши заявки. Ну а сейчас на сцене Марат Сайфуллин, Инна Короткова с танцем «Ча-ча-ча». Самое первое место это Facebook есть. Такой у нас курс. Мы там занимаемся по понедельникам, средним, пятницам, 8